Мы расскажем о том, как строятся эти металлические гиганты. По винтикам соберем свой собственный локомотив. Познакомимся с людьми, для которых выпуск железнодорожных машин – дело жизни. Процесс работы у вас здесь идет постоянно? Конвейер круглые сутки, можете ночью приходить. И узнаем, какие пути предстоит пройти нашему 140-тонному детищу. Наш фильм о развитии железных дорог Казахстана. Сегодня в Казахстане проложено около 15 тысяч километров железных дорог. Только представьте, какая это огромная сеть. Ежедневно на ее обслуживании работают десятки тысяч человек. Сегодня Казахстан Темиржолы не просто обслуживает железные дороги и даже не только строит их. Здесь научились обеспечивать свои железнодорожные магистрали собственной техникой. Мозг и сердце железнодорожного состава – локомотив. Эта махина может тянуть за собой цепочку из нескольких десятков вагонов. Представьте, какая мощь для этого нужна, если вес даже одного порожнего грузового вагона может превышать 20 тонн. Позволить себе строительство локомотивов может только индустриально развитая страна. Казахстан на протяжении десятилетий пользовался железнодорожной техникой в основном российского производства. В 2009 году наступает переломный момент. 3 июля под Астаной открывается локомотивосборочный завод. В Казахстане начинает производиться совершенно новая, доселе непроизводимая продукция. 150 тепловозов в год, проектная мощность обеспечит полностью тепловозами не только Казахстан, и мы будем продавать в соседним государствам. Вы сами видите, что наш завод выгодно отличается от того, что было и есть на постсоветском пространстве. Во-первых, здесь просторно, здесь чисто, здесь светло и уютно. Вот так выглядит один из самых крупных индустриальных проектов Казахстана. Завод по производству локомотивов серии Evolution. За этими стенами строятся настоящие гиганты железнодорожных путей.
Тепловозы серии Evolution собираются по технологии американской компании General Electric, адаптированной к климатическим и техническим условиям Казахстана. Это основная производственная площадка завода. Здесь проходит практически весь цикл сборки локомотива. Сложно представить, но примерно за 3 недели эти листы превращаются в детали кабины локомотива. Мы проследим этот процесс и увидим, как железо приобретает форму, становится на колеса и перевозит многотонные грузы. Изготовление деталей тепловоза начинается с этих листов особо прочного металла. В зависимости от детали толщина листа колеблется от 1 до 90 миллиметров. Данный лист идет 1,5 на 6. 1,5 метра на 6 метров. Он на что пойдет? Он у нас пойдет сейчас на изготовление поликов для рамы тепловоза. Из одного листа металла получится 2 полика. Всего на локомотив Т-33А их потребуется 10. Через 3 недели из этих листов металла сделают локомотив. Но сначала их нужно тщательно отшлифовать. Это первый этап работы. С него и начнем. Шлифовка проводится с помощью вот такой вот дроби. В огромном количестве эти дробинки, буквально сотни тысяч, под ускорением шлифуют лист металла, и за счет этого он освобождается от следов окисления и другого загрязнения цикла. Я правильно говорю? Такой дроби здесь в этой установке засыпается за один раз 8 тонн. Так, давай. Вот наш лист уже выходит. Теперь отшлифованный лист разрежут на детали нужных размеров. Сейчас этот лист он положен на станок плазменной резки. Пойдемте, покажете. Пожалуйста. Всего на заводе используются 3 вида резки металла. В зависимости от его толщины и назначения лист направляется на газовую, плазменную или лазерную резку. Самый толстый металл обрабатывают на газовом станке. Добрый день. Меня Виталий зовут. Что умеет этот станок? Что он делает? В общем, это станок, квартальная газовая резка немецкого производства. Он нарезает детали на платформу тепловоза. Практически полностью автоматизированная, Полностью да, система? автоматизированная, да. Я на компьютере в специальной программе составляю для него программу, карту раскроя. Ага. Вот можете показать, как здесь она работает? Красным показано, какие детали готовы и какой сейчас в данный момент он режет. А мы отправляемся дальше за своим листом металла. Локомотивные полики толщиной не превышают 3 мм, поэтому режутся на плазменном станке.
Чтобы ходить по поликам было удобно, им нужно придать рельефную форму. Этим займутся работники следующего станка. Вы что сейчас делаете с листом металла? Образуем эти пупырышки на нем, и все. Специальная форма образования. Ага, ну показывайте. Для придания локомотивным поликам нужной формы их края загибают. В дело вступает следующий станок. Четыре листосгибочных механизма давят на деталь своим весом до 300 тонн, придавая ей нужный угол. Чтобы пол под ногами машиниста не прогибался, детали нужно укрепить ребрами жесткости. Это работа сварочного цеха. Теперь готовую деталь нужно приварить к платформе локомотива. Полик выставляется по размеру, по осевой линии. Центр полика ловится, центрального полика, поджимается плотно. Ошибка даже в 1 мм при установке последующих деталей может привести к большим неточностям. Все досконально проверяется. Так, ровно она у нас стоит? Чуть-чуть. Вот. Ага. Сейчас мы ее приподнимем. Еще немножко. Хорош, абсолютно ровно. Пока делаются локомотивные полики, в цехах идет работа по изготовлению других частей тепловоза. Он состоит из более чем 10 тысяч деталей. В этом цехе делают кабину локомотива. Вы видите уже непосредственно процесс сборки кабин. 5-й цех, цех по сборке кабины и отсеков, осуществляет передачу уже собранных нами кабин и отсеков в 8-й цех, где они устанавливаются непосредственно на платформе локомотива. Параллельно идет работа по сборке колесных пар и тележек. Работа непростая, ведь этим колесам предстоит вести 140-тонного гиганта, мощность которого превышает 4500 лошадиных сил. Теперь здесь собираются колесные пары. Всего нашему локомотиву нужно 6 колесных пар или 12 колес. Вес одного такого колеса 350 килограмм. В локомотивах Т-33А используют только цельнокатанные безбандажные колеса, что значительно повышает степень их надежности и износостойкость. Сколько времени или сколько километров вот это колесо может проездить по дорогам Казахстана или другой страны, куда уйдет на экспорт? В зависимости от профиля пути, на которых будут эксплуатироваться наши локомотивы, данное колесо должно прослужить не менее 400 тысяч километров пробега.
Если среднегодовой пробег грузового локомотива составляет порядка 160-180 тысяч, то это 2,5-3 года. Мы получаем диск, ось, зубчатое колесо и осуществляем полное формирование колесной пары на нашем предприятии. Получается, колесная пара с того цеха, с того отдела приходит сюда. Колесного цеха у нас поступает на участок компоновки тяговых двигателей. В это время на позиции сборки рамы тележки осуществляется установка пружин первичного подвешивания, тормозных цилиндров и непосредственно тяг, передающих усилия от рамы тележки. Одна колесная пара с двигателем весит больше 2 тонн. Работать с ней не так-то просто. Сейчас мастерам предстоит установить колесную пару на ее место в специальные пазы, которые находятся в тележке локомотива. Буксы держим. Направляющий, смотрите. Своей установки уже дожидаются кабины машиниста, дизельные и аккумуляторные отсеки, микропроцессорная, дизель-генераторная и радиаторные установки, система охлаждения и другие жизненно важные компоненты локомотива. Отдельные части нашего локомотива готовы. Теперь самое интересное. Их предстоит собрать в единое целое. Практически на глазах около 10 тысяч металлических деталей превращаются в железнодорожного гиганта. А вот и наши полики. Всего 3 недели назад это было лишь необработанное железо, а теперь важная часть почти готового локомотива. Оснащенный самым современным оборудованием и передовыми технологиями, локомотив Курастеру Заводы стал настоящим передовиком производства, заводом нового поколения. Даже специалисты компании General Electric, посещающие завод, удивляются, насколько эффективно и быстро приживаются здесь американские технологии. Локомотив сегодня лучший на своем пространстве 15-20, куда входят бывшие советские республики Монголия, Финляндия и Афганистан. Сегодня мы уже имеем определенный спрос и проходим сертификацию. И сертификация будет завершена в течение следующего года. И я уверен, мы займем свою нишу, потому что на самом деле это лучшая машина этого класса. Основное предназначение локомотивов Т-33А – работа на казахстанских железных дорогах. Сегодня произведенные здесь тепловозы закрывают направление от Алматы до Усть-Каменогорска. Используются на новой железной дороге Житыген-Харгоц. В планах отправка локомотивов для эксплуатации на западном участке. Интерес к этим тепловозам проявляют и железные дороги стран-соседей. Этот тепловоз пойдет в столицу Таджикистана, Душанбе. Следующие 2 тепловоза пойдут на северный регион Таджикистана, Худжан. СНГ и по Азии это самые-самые новейшие и новые тепловозы. Для нас они очень понравились. Теперь наш локомотив пройдет тестирование на работу своих систем и будет готов к своему первому путешествию. Возможно, что поезд, который вы увидите в следующий раз, будет вести именно он.
Завод под Астаной стал настоящим технологическим прорывом Казахстана в сфере тяжелого машиностроения. Современнейшие локомотивы способны потянуть за собой не только вереницу вагонов, но и всю железнодорожную отрасль. Это локомотив нашей тяжелой промышленности, тяжелого машиностроения в Казахстане. Для нас это на самом деле старт для всего железнодорожного машиностроения. Мы производим пассажирские вагоны уже, мы производим грузовые вагоны, мы будем производить уже с января следующего года электровозы. И все это дает возможность Казахстан Темиржолы отказаться от закупа подвижного состава. Полностью подвижной состав обеспечивается собственным производством.